Без геодезического GPS-приемника в тонком деле определения координат никуда. В ноябре специалисты Комрекламы вместе с топографами составят новую карту размещения рекламных конструкций. Дальше сложный процесс согласования с энергетиками и Сыктывкарской администрацией. Конечно, новые места учитывают также и предложения наших предпринимателей. Это работа совместная. Мы ее планируем завершить по Сыктывкару до конца года и по Воркуте также до конца года. Сейчас мы активно приступаем к разработке зонирования на всех других наших муниципальных образованиях для того, чтобы как можно скорее утвердить эти схемы. Цель новой концепции – очистить исторический центр от громоздких рекламных конструкций. Все щиты формата 6:3, так популярные у наших рекламодателей, вынесут на периферию. В центре оставят лишь небольшие билборды. Очень плотно взаимодействуем с Комрекламой, так как Комреклама имеет полномочия по размещению и разработке схемы рекламных конструкций в городе Сыктывкаре. Естественно, нам важно, как, в каком виде и где будут располагаться рекламные конструкции в нашем городе при разработке новой схемы. Это в первую очередь связано с архитектурным обликом столицы. Комреклама. И мы уже начинали эту работу и в администрации, потом Комреклама уже продолжила эту работу по поводу зонирования города Сыктывкара. Новая схема размещения рекламы – это 4 зоны. По старым правилам в Сыктывкаре было размещено порядка 400 рекламных конструкций. Теперь их станет меньше, почти на четверть. Параллельно специалисты Комрекламы ведут работы по демонтажу незаконно установленных конструкций. Алгоритм действий таков. Сначала идет демонтаж за счет средств республики. После затраты взыскивают с владельцев незаконных конструкций через суд. Солидные и уважающие себя фирмы убирать свои баннеры стараются добровольно, не дожидаясь судебных решений. Мелкие же предписания игнорируют. Работы идут в Сыктывкаре, Печоре, Усинске, Ухте. Объем незаконной рекламы в Коме достаточно высокий. Наведение порядка на рынке наружной рекламы только набирает обороты. К 100-летию должны быть видны качественные изменения в этой сфере. Татьяна Супряткина, Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.